and I'm going down the aisle, and this guy stands up in the back of the airplane and says, "You are the owner of Bella Pizza. I love your pizza." Inside of the full airplane. I was like, wow. When we opened our doors for the first time, every day we would receive visits from different parts of different authorities. С первого же дня, как мы открыли наши двери, к нам начали приходить разные официальные лица. People began to make all kinds of suggestions, like, no, you have to put paint in the dough to make it, a better color like we used to. Многие давали свои советы, например, они говорили, нужно немножко тесто подкрасить, чтобы оно было того цвета, к какому мы привыкли. Like tax laws, for example, it's very difficult for small businesses to make through the current tax laws. Например, налоговое законодательство, оно препятствует тому, чтобы маленький бизнес развивался. So when I realized there was no way back to Brazil. И тогда я понял, в Бразилию я больше не вернусь. Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрее, чем скорая помощь. И всем привет, это подкаст «Три медведис». С вами я, Белый Искандар Мирзганиев, Панда Фархот Холматов, Бурый Бехрус Насрединов. И, как всегда, нам помогает наша вторая половинка, самая очаровательная, самая прекрасная Зибота Джбаева. Напоминаем, тема нашего сезона «Пан или пропал». Мы говорим про бизнес в Таджикистане, о проблемах, с которыми сталкивается бизнес в Таджикистане и как их решить. Сегодня мы будем говорить, легко ли иностранному гражданину открыть свой бизнес в Таджикистане. У нас в гостях сегодня основатель Bella Pizza Алессандро Перейра и исполнительный директор Bella Pizza Татьяна Короленко. Алессандро, мы так мало о вас знаем, хотя вы, по-моему, уже очень давно здесь. Откуда вы родом и как вообще вы оказались в Таджикистане? Hi everybody. Thank you so much for this invitation. Thank you for being with you today. It's really good. Здравствуйте все. Спасибо большое за ваше приглашение. Очень рад быть здесь. So I'm from Brazil originally. I'm from Rio de Janeiro. And when I was in my early 20s, I got acquainted with the humanitarian crisis in Afghanistan, and I moved to this part of the world. Я из Бразилии, из Рио-де-Жанейро. Когда мне было 20 лет, я впервые столкнулся с гуманитарным кризисом, и тогда я переехал в Афганистан. So I moved to Afghanistan, and in the middle of all the war, in the middle of all the reconstruction of the country, I lived there for about 15 years, running different humanitarian projects. И тогда я переехал в Афганистан прямо посередине этой войны и восстановительных работ, и начал там гуманитарную работу. And during that time, I went around Central Asia several times. 15 лет я прожил в Афганистане, и за это время я ездил по Центральной Азии также. And first of all, I fell in love with this part of the world. И я влюбился в эту часть мира. And I began to learn the language, and I began to learn the culture. И я начал изучать язык и изучать культуру. So when I realized there was no way back to Brazil. И тогда я понял, в Бразилию я больше не вернусь. I came here with my family. Now my wife is also from Brazil. Я переехал сюда со своей семьей, моя жена, она тоже здесь, она из Бразилии. And we've been in Tajikistan now for 5 years. И сейчас уже в Таджикистане мы живем 5 лет. I have two children, and so we live very happily here. We love being here. У меня есть 2 детей, и мы очень хорошо, счастливо здесь живем. Алессандро, а почему Таджикистан, если вы ездили по всей Центральной Азии? Like I said, my biggest heart is humanitarian work. Как я сказал, в моем сердце больше всего отзывается именно гуманитарная работа. I see Tajikistan as a country that has such a potential. И я вижу, что в Таджикистане очень большой потенциал. And it's a beautiful country. It's now a peaceful country. Это очень красивая страна и сейчас мирная страна. It has some really potential. There's some incredible potential here. И есть просто огромный потенциал в этой стране. And I didn't want to have to start any humanitarian work here, but I thought the best thing we could do in this country is to start businesses. Но здесь я не хотела начинать какую-то гуманитарную работу. Я подумал, что здесь лучший способ работать и помочь будет именно открыть бизнес. So I came with the whole heart of opening a business, becoming a businessman here, and seeing this sector develop here. И поэтому я приехал сюда с желанием в сердце именно открыть и развивать бизнес-сектор. Nice.
Да. А сложно было начать бизнес в Таджикистане именно? И как рынок отреагировал на нью-йоркскую пиццу, которую вы готовили? Потому что вы первые начали ее делать, и вот по стандартам, как она должна быть. So Tajikistan is, at the same time, it is an amazing country. It has its challenges. Таджикистан – это прекрасная страна, но в то же время здесь есть свои сложности. Starting a business in Tajikistan is not very hard because the law is easy for that. But afterwards, because of the culture here of business, it becomes a challenge. Начать бизнес в Таджикистане не так уж сложно, законы хорошие, но продолжить его из-за культурных аспектов – это уже сложно. When we opened our doors for the first time, every day we would receive visits from different parts of different authorities. С первого же дня, как мы открыли наши двери, к нам начали приходить разные официальные лица. And it would become overwhelming with the amount of things that every day they would tell us to do in order to continue open. И это стало слишком много для нас каждый день для того, чтобы продолжать быть открытыми. Even the trash department one day came and showed up and said, "We're going to close you if you don't do this." Даже отдел по мусоровывозу, они пришли однажды и сказали: мы закроем ваше заведение. So it's a challenge to stay open in the beginning, but because we thought, no, we believe in what we have, and we're gonna stand our ground all we can. And slowly they began to disappear, and they thought, okay, we're not gonna talk to those people anymore. So they let us work. Поэтому вначале, да, это было сложно, но потом постепенно мы просто приняли для себя решение, что мы все равно будем стоять, отстаивать себя, и потом работа пошла легче. Yeah. Александру, то есть вам лично приходилось разговаривать со всеми приходящими официальными лицами, и потом вы просто поняли, как с ними говорить? And then you just realize how you need to talk to them? Well, no, I have a team of amazing people with me to begin with. Нет, у меня есть команда замечательных людей, работающих со мной. Right here, Tatiana, she's our manager, and we also have, others in our group that have been able to really help us to address those situations one by one. Да, Татьяна, она наш менеджер, и также у меня есть другие люди, которые очень хорошо справляются и помогают нам именно справляться с этими ситуациями. Of course, I had to many times myself interface with them and put my foot down and say, no, we're going to keep doing this, and you need to help us do it because it's for your country. Конечно, часто и мне самому приходилось просто вставать и говорить: нет, мы делаем это для вашей страны, мы сделаем это так. And for foreigners, it's very different because when most of the places you have a clear set of rules of what you can or what you can't do. So okay, you work by that and you're fine. But the difficulty was that every day something else new would come up that we didn't expect, we didn't know about. Обычно, да, везде есть какой-то свод правил, которому ты можешь четко следовать. Но здесь мы столкнулись с тем, что каждый день возникали какие-то новые правила и законы, которых мы не ожидали и не знали их даже. И сейчас до сих пор ходят так же каждый день? Do they still come every day? Once in a while. Once in a while they try. Иногда теперь. Да. Пореже, да? А вот интересно, вы 15 лет прожили в Афганистане. Там культура, в принципе, схожая с нашей, да, вот если так взять. Для вас равно было открытием? Мы сильно отличаемся от Афганистана, поведение людей? Afghanistan is a war-torn country. It's very different in that way. Yeah, it's being very destroyed for over 40 years. Афганистан – это разрушенная войной страна, и поэтому там немножко другая ситуация. Она уже на протяжении 40 лет идет там. But Afghans, they're very much entrepreneurial. They go for it, and that's what they react against always. They don't want anybody telling them what to do. So, but they go forward, and you feel that way there, that you're more free to go forward. Ну, у афганцев у них такой предпринимательский склад ума, и они всегда что-то делают. Им не нужно, чтобы кто-то им сказал, что делать, они идут и делают. Here, of course, it feels so much more developed and peaceful. Здесь, конечно, гораздо более развито и мирно. But there is a culture and there is a set of laws that come from many years. They're still being
They still stop business big time. Но здесь есть законы и правила, и культура, которые идут уже тоже много лет назад уходят, и поэтому это останавливает в каком-то Like смысле. tax laws, for example, it's very difficult for small businesses to make through the current tax laws. Например, налоговое законодательство, оно препятствует тому, чтобы маленький бизнес развивался. Also, foreigners, when you think about it, the world today is a global world. So every big city is a global city. So to have, every big city, they reflect that. They have a lot of foreigners. Think of Dubai. Why Dubai became so great? Because about 80% of Dubai is a foreigner. И также для иностранцев, да, сейчас мир глобализации, время глобализации, и если вы подумаете, каждый большой город, он полон иностранцев. Почему Дубай, например, такой развитый город? Потому что там 80% это иностранцы. So I think the more Tajikistan opens for foreigners, the better it will be for everybody. Because it is a small country that needs others to come in. Like Dubai was a small city, UAE was a small country, but everybody came in and it launched. Поэтому я думаю, что Таджикистану тоже нужно для развития, чтобы сюда приехали иностранцы, например, как в Дубае, да, это тоже был очень маленький город, и ОАЭ тоже была очень маленькая страна, но приехали иностранцы, и развитие пошло очень стремительно. Александра, а когда вы открывались в Таджикистане, точнее в Душанбе, у вас очень много было конкурентов, но сейчас фактически остались вы один. Есть еще, но тем не менее, просто вы стали уже эталоном, пиццы. И в чем секрет? Почему людям так нравится ваша пицца? When I opened, there were many competitors, but they didn't know how to make pizza. Да, было много конкурентов, но они не знали, как делать пиццу. So people were used to different types of pizza. Yeah, it's round. Yeah, it has cheese, but that's not all about pizza. Люди на то время, они были привыкшие к определенному виду пиццы. Да, она круглая, да, она с сыром, но на этом все. I remember when I opened, our pizza looked in a certain way, and somebody was so they couldn't believe. First of all, it was so big. Я помню, что когда мы сделали свою пиццу, и некоторые смотрели, они не могли поверить, да, что пицца так выглядит, и особенно они видели ее размер, что она такая огромная. Well, people began to make all kinds of suggestions, like, no, you have to put paint in the dough to make it, a better color like we're used to. Многие давали свои советы, например, они говорили, нужно немножко тесто подкрасить, чтобы оно было того цвета, к какому мы привыкли. So, a lot of the people were not used to just what, a good pizza looks like. Поэтому люди, они просто были непривычны к тому, как хорошая пицца должна выглядеть. Yes, we had patience because what we wanted to win people over. So we began to make the pizza the way we thought was best, and slowly people began to come and say, "Wow, this is amazing." Да, конечно, нам понадобилось терпение для того, чтобы приучить людей, да, к тому виду пиццы, который мы продолжали делать, и со временем люди пришли и сказали, вау, какая хорошая пицца. And I hadn't realized at one point how popular it had become. И я даже не осознала в одно время, как она стала популярна. One day I went on a trip and I walked into the airplane 5 a.m. And I'm going down the aisle, and this guy stands up in the back of the airplane and says, "You are the owner of Bella Pizza! I love your pizza!" Inside of the full airplane. I was like, wow! Однажды я летел на самолете, и внутри самолета я прохожу по этому проходу, и вдруг встает один мужчина и кричит на весь самолет: «Я знаю тебя, ты владелец Bella Pizza, мне так нравится ваша пицца». А вот, кстати, вопрос. Когда вы только запустились, у вас, в принципе, сейчас есть эта практика, вы продавали пиццу кусочками. То есть ты мог прийти, взять 3 разные пиццы, попробовать. Никто до вас этого не делал, и, по-моему, сейчас никто это не делает. Это был маркетинговый ход специально, чтобы приучить людей? Или так выгодно продавать? Yeah, one of the first things I wanted to do was to sell pizza slices. And we did it for a while. But then slowly I realized that there isn't a culture in the country for people to just grab something and eat and go out eating in the street. So we began to see that we had a lot of waste with our pizza slices. So we had to think about it. So we decided maybe we're just going to sell the whole pizzas
and that's what we did, just to avoid the waste. That's why we stopped it. Да, мы начали впервые продавать пиццу кусками, и я хотела это внедрить здесь как новинку, но, к сожалению, здесь культура не предполагает, что люди что-то берут в ресторане и идут кушают на улице. Нет культуры потребления еды на улице именно, поэтому мы какое-то время продавали, но потом вынуждены были прекратить, потому что у нас много отходов оставалось. So yeah, we sell New York type pizza. It's the style of our pizza. There are 4 different styles of pizza. You have the Napolitan, you have the New York, you have the Sicilian, you have the Chicago, and the 4 of them, they're different in themselves, and ours is the New York type, which is famous for the slice. So we definitely wanted to do that, and so we tried for about 2.5 years, but eventually we thought, no, we have to adjust to what people want, and then it will work, and that's what we did. Да, мы предлагаем пиццу в нью-йоркском стиле. Существует 4 вида пиццы: неаполитанская, сицилийская, чикагская, нью-йоркская. И нью-йоркская пицца, ее изюминка именно в том, что пицца продается кусками. И мы хотели внедрить эту новинку, мы хотели приучить, но, к сожалению, за 2,5 года не получилось. И мы решили тогда предлагать людям то, что они хотят, к чему они привыкли. Александра, а еще вопрос такой. А не боялись ли вы то, что люди не привыкнут к тому вкусу пиццы, который как бы должен быть? Вот просто сказали бы нет и все. Вот мы останемся с тем куском теста круглым, к которому мы привыкли. Of course, I was very afraid. When we started in a very small place. It was a rundown part of the street there that, we built it a little bit. But we thought, okay, we're going to start small and see what happens. And the first day we made enough for only 25 pizzas on our opening day. And I think halfway we had already sold them all. And we came up with, we had to make 40 other pizzas. So we sold a lot of pizzas in the first day already. And I was very amazed because I wasn't expecting that. So I was very happy with it. But we had to start small. Да, конечно, это был риск, и мы боялись, и поэтому мы сначала открыли очень маленькое место для того, чтобы попробовать, посмотреть, как пойдет. В первый день мы сделали ингредиентов достаточно только на 25 пиц, но за полдня мы все это распродали, и нам понадобилось еще 40. И вот так вот с первого дня я, конечно, был удивлен и воодушевлен тем, что с первого дня у нас пошло хорошо все. Мы тоже стали ходить именно вот в маленькую пиццерию, с детьми. Теперь они меня тащат уже в большое ваше заведение. А планируете расширяться? Вот у вас было маленькое, теперь большое заведение. Может быть, теперь будет сеть, франшиза, Bella Pizza по всей стране, по всей Азии? Yes, that is our desire. That's what we're doing. We were supposed to already have our new shop now, but because of this crazy year, we had to slow down our plans. We're working very slowly but surely. We want to make sure that we're building something solid. We have right now many employees that we really respect, that we really want to make sure that they keep their jobs. And we are slowly building this up. So hopefully in the coming year, we're going to open our new store here in the city. And our desire, yes, is to go to other places in Central Asia. Да, конечно, мы планируем расширяться, и у нас был план, в этом году мы должны были уже открыть еще одну пиццерию, но из-за вируса это не получилось. Но мы хотим развиваться медленно, но верно, мы делаем шаги к этому, мы готовимся. У нас есть много сотрудников, очень ценных и опытных. Мы в это сложное время стараемся, чтобы они сохранили свои рабочие места. И я думаю, что в следующем году мы откроем свой второй магазин здесь, в городе, а вообще мы планируем развиваться по всей Центральной Азии. Это единственное, как пандемия сказалась на вас, то есть просто пока немного внесла изменения в ваши планы, либо что-то еще. Как вы пострадали? It really was a pandemic, because we had to choose between not firing any of our staff or, have the plan. So we wanted to keep all our staff, so we didn't let anybody go. We adjusted the schedule.
but we didn't fire anybody. And this for us was the most important thing this year. It was our biggest victory. But we are for sure moving forward. Да, пандемия, она очень сильно сказалась, и наша главная проблема, наше главное желание было, чтобы люди сохранили свои рабочие места. И мы не хотели никого увольнять, поэтому мы просто переделали расписание, как-то подстроились, чтобы никто не ушел, и все у нас сохранили рабочие места. Ну вот очень важный вопрос. Как вы работаете с вашим персоналом, то есть кнутом, пряником? Как вы их воспитываете? Я смотрю, вы очень дорожите своим персоналом. So how do you communicate with your employees with carrot or stick? Это наверное, больше вопрос к вам. Да, я тоже хотела спросить как раз Татьяну, как вам работать с вашим шефом? We, first of all, with a lot of respect. We really work with respect. We try to create a place where people feel like they are not being abused, but that they are being developed. So that's our biggest approach to begin with. Главное это уважение, и мы пропагандируем отношения с уважением, чтобы люди чувствовали, что они нужны, что они ценны для нас. Это наш главный подход. Yeah, we love our staff. We have all people from all kinds of walks of life, and we're very excited about them. Да, мы любим своих сотрудников, и они у нас с разных жизненных дорожек все, но мы все их любим. Now, we have to develop them, because in order for the product to be good, they have to be consistent and really grow in doing the same thing the best way possible every day for a long time. And that's the biggest challenge with any business. So that's the biggest work that we have. И мы хотим, чтобы наши люди развивались, да. Для того, чтобы наш продукт развивался, он должен быть постоянный. То есть их знания, их опыт, их умения, они должны быть постоянными. И это наша главная проблема сейчас. Вот именно обучать персонал и сохранить вот это постоянство. You know, the labor situation in Tajikistan varies a lot because a lot of people go to Russia to work. So usually you're developing a good staff person and they have to move back to Russia somehow. So that's challenging. Еще одна сложность в том, что здесь очень большая текучка кадров, потому что люди здесь набираются опыта и уезжают в Россию. И поэтому мы здесь людей развиваем, обучаем, и потом в один прекрасный момент они раз и могут уехать. So это our work сложность. As managers is basically to train a lot. So we are constantly helping people stick to the recipe, the way it's supposed to do. We develop systems where we have written down how to do each pizza, how to open the shop, how to close the shop, how to do everything so that it's done consistently. So that's what we work on. We try to all the time. Поэтому наша работа, как у управляющих, да, это вот именно поддерживать это постоянство. Постоянство в рецептах, постоянно мы их обучаем, как делать пиццу правильно. У нас есть свод правил, как делается это, как открыть правильно пиццерию, как закрыть пиццерию. И это одна из наших основных обязанностей. But we really see them as co-laborers, you know, collaborators. We don't see them just as, you know, somebody that we can use for a while. So we try to do all we can to have them stay and not go anywhere. We do bonus, we do, you know, we try to have as competitive of a salary as possible for the market, but we try to keep them all we can because it's better for them and it's good for the business. Да, мы стараемся давать людям зарплату конкурентоспособную на данном рынке, да, насколько мы можем, чтобы сохранить этих людей с нами. Мы обучаем их, мы людей всячески мотивируем, даем им бонусы для того, чтобы удержать людей, для того, чтобы они оставались с нами. Так, я хотела бы еще один момент отметить. То, что Александр воспитывает в своей компании именно уважение, и сам поддерживает эту практику, он говорит со своим персоналом на таджикском языке. Это огромный респект. Бела пиццара да таджики саркадым. Таджики каты.
У вас такая семейная дисциплина, то есть вы как семья большая в Bella Pizza, и то есть вы взращиваете таланты, вы их обучаете, уходят, путь, дорогу, пусть развиваются дальше ребята, если они так нашли себя, то есть у вас больше как семья получается внутри. Yeah, that's exactly what I try to do. That's what me and my wife, we do see our Bella Pizza team as our family in this country, and we really are excited about each one of them. We want the best for them. It may be a job for a young person for a season, and that's great because they get to grow and we impacted their lives for a season. Any business has to be about developing people, and it has to be a long-term development. You cannot just do quick and easy money because that will go away soon. So if we develop the whole team together, we're developing the entire business in the end. So yeah, we're so honored to work with our staff. Да, я и моя жена, мы воспринимаем нашу команду Bella Pizza как свою семью. И да, некоторые, может быть, приходят, просто набираются опыта, сезон отработают какая-нибудь молодежь, это тоже хорошо. Но самое главное, мы считаем, это все-таки развитие, и для нас это большая честь, что мы работаем с этими людьми. Александра, а вот на своем примере, что бы вы посоветовали бизнесменам из других стран, которые хотят открыть свой бизнес в Таджикистане, которые так же, как и вы, видят в нем потенциал? Что бы вы им посоветовали на своем примере? Стоит, не стоит? I would love to see Dushanbe become a global city. I would love to see the city become, an amazing, thriving metropolis in the middle of Central Asia. And I believe that we need the foreign force to come and add together and work side by side with everybody here so that it can really grow. Да, я бы хотела видеть Таджикистан и Душанбе процветающим, чтобы это стал мегаполис, чтобы люди сюда приехали. И для этого, я считаю, нужно, чтобы люди, иностранцы, приехали сюда и сделали это. Yeah, so I don't want to only advise or suggest, but I would like to invite foreigners to come work here. Yes, it's challenging in the beginning. Yes, it's a little complicated to navigate, but I think the more people come, the more the city will develop, and the government will be ready to grow. Я не только хотел бы, я приглашаю иностранцев сюда, чтобы они приезжали и работали здесь, и я бы даже им помог и направил их в чем-то. И я думаю, что чем больше будет сюда приезжать людей, иностранцев, открывать бизнес, то и правительство это осознает и как-то тоже подстроится под это. Of course, we need to continue to work and ask the government to make a better atmosphere for foreigners, for foreign investment. Да, конечно, мы должны все равно еще каким-то образом просить и рекомендовать правительству, чтобы они создавали эти условия для иностранных инвесторов, чтобы они приезжали и работали здесь. So tax laws, labor laws, all those things need to be streamlined and need to be done more easily so that people can come and money can come into the country. Что налоговое законодательство, трудовое законодательство, они должны быть прямыми и понятными, чтобы люди могли это все выполнить, приехать в страну и начать работать. So yeah, I would love if more people would come. I would tell them, come. Tajikistan has many pluses. It's a beautiful country. It has so many business opportunities, and it is a safe country now as well, and it really has a great atmosphere for new businesses to emerge. All we need now is laws to follow, but they will follow. Да, я приглашаю сюда иностранцев, чтобы они приезжали, потому что здесь очень много плюсов, очень красивая страна и много возможностей для работы, но то, что нужно, так это немножко законодательство, чтобы работало правильно и прозрачно. I think there's some good examples around us here, like Uzbekistan, the change that it has gone from in the last 5 years. Right now in terms of visa laws, in terms of tax laws, they have really become extremely competitive in the region, and Tajikistan needs to follow.
Мы видим вокруг нас, да, вокруг Таджикистана примеры других стран. Например, Узбекистан. Они в последние 5 лет изменили свое законодательство, визовое и налоговое, и действительно страна стала очень конкурентоспособна на рынке. Ваши слова да Богу в уши. God hears you. Amen. Алессандро, 3 основных правила для предпринимателя. Неважно, он из Таджикистана, либо он приезжий из другой страны. Каких правил нужно придерживаться, чтобы начать свой бизнес и удержаться на рынке? I think the biggest thing that an entrepreneur needs to look for is a need to solve, a problem to solve. Первое, что предприниматель должен увидеть, это нужду, которую он должен разрешить своим бизнесом. If you come with a pre-ready idea and you think you're gonna already change everything with that, that's not gonna happen. Because if it's not a real need for your market, you're just gonna knock your head against the wall. Если ты просто приедешь с какой-то уже готовой идеей, и ты будешь пытаться именно эту идею внедрить, не обращая внимания на то, что действительно нужно на данном рынке, то ты просто будешь головой об стену биться. The second thing is that business is a long-term project. It's not you're not going to turn rich overnight. You're not going to just gain the whole city overnight. You have to take your time. You have to prepare yourself financially, even if it's with little, but you have to prepare to survive for yourself and see the business survive by itself for the next 2 to 3 years at least. It's a long-term development. И следующее, нужно быть готовым к тому, что бизнес – это долгосрочная деятельность. Нельзя разбогатеть за одну ночь. Нельзя ждать, что ты просто начал и сразу все пошло хорошо, и ты разбогател. Нужно быть готовым, нужно быть какую-то подушку себе, да, иметь безопасности. И потом уже 2-3 года нужно быть готовым к тому, чтобы эти 2-3 года просто ждать. And I think the third thing is what I already mentioned before. It's about the people that you are with. Develop the people, don't use the people. И следующая вещь, которую я уже упомянул, да, это люди, что нужно правильно подходить к людям, не использовать людей, а развивать людей. Not just with your mind or with, some good talking, but actually make it mean, put your money there, help your staff to develop financially with you. Don't just go there by yourself, but bring everybody else with you. То есть не просто говорить об этом, да, на разговорном уровне, но именно делать что-то, вкладывать туда деньги, даже вкладывать деньги в свой персонал, для того, чтобы идти вместе с ними, не просто уходить от них, но вместе с ними двигаться и развиваться. Yeah, leadership is about serving. And if we get a vision to serve the people that we work with, everything will just grow and blossom. Потому что лидерство – это, по сути, служение людям, да. Если мы служим людям, то люди будут развиваться, и люди будут процветать. Пан или пропал? Приехал сюда, выиграли или проиграли? I have won and I have lost, but I have won a lot more than what I have lost. Я и выиграл, и проиграл, но выиграл я гораздо больше, чем проиграл. А что проиграли? Я первый раз такой ответ слышу. Well, I've lost not being with my family back home. I've lost maybe having a more thriving environment for my kids to grow in. But we have won a big family. We have won the opportunity to create the future together with these people here. And that to me and to my family is just been great. We love it. Я потерял общение со своей семьей, да, которая осталась там у меня на родине, и, может быть, какое-то более процветающее общество, в котором выросли мои дети, но мы выиграли то, что мы приобрели я и моя семья, то, что мы здесь вместе, и у нас здесь новая семья, и мы развиваемся вместе с этими людьми. Это самое большое приобретение. Вам здесь хорошо, да? Вам нравится страна, вы влюблены в Центральную Азию, как вы сказали. А вашим детям как? My children is what we call third culture kids.
Мои дети – это дети третьей культуры, так называются. They don't belong anymore in our country, because if they go back, they don't know how to live there. Они не принадлежат уже культуре нашей страны, потому что даже если мы туда вернемся, они не знают, как жить в той культуре. They are here, but they're not from here. So они живут there's a bit of здесь, that. но они не отсюда, поэтому они как-то… So it's a third culture of their own. Это какая-то у них своя культура Дети мира. формируется. Дети Да. мира. But I tell you this, we go to Brazil, we go to America, we go to other places, and maybe we stay some time, and they all want to come back. They all want to come back and be here with the friends they have here, with the life they have here. Но я хочу сказать, что когда мы ездим в Бразилию, когда мы ездим в Америку, они там, да, общаются, все нормально, но они всегда хотят вернуться, потому что здесь их дом, здесь их друзья, здесь место, где они выросли, поэтому они всегда хотят вернуться сюда. Their heart is very much Central Asian. They see their local friends. My daughter speaks some Tajik. My son also. So they live here. They love being here. Им нравится здесь. Они любят здесь находиться. Моя дочь говорит немного на таджикском, и мой сын тоже. У них есть местные друзья, поэтому для них это их атмосфера. Of course, they're growing up, and they're gonna have to go to university, and and I don't know what will happen, but so far so good. Конечно, они сейчас растут, и скоро им нужно будет в университет куда-то идти, и мы посмотрим, как это все будет, но пока что это так. Это был очередной выпуск нашего нового сезона «Пан или пропал». У нас в гостях был Александр Перейра, основатель Белла Пицца, и Татьяна Короленко, исполнительный директор Белла Пицца. Спасибо, Татьяна, спасибо, Александр. Да, а вы, спасибо, друзья, большое. слушайте, подписывайтесь на нас там, где слушаете подкасты, или смотрите видеоверсии. Пока! Всем пока.